ГЭС Камбарата-2 – крупнейший для Кыргызстана проект с момента развала Советского Союза, и эту станцию республика строит собственными силами. Премьер-министр Игорь Чудинов знакомится с ходом работ, вступающих в завершающую стадию. Почти 100-тонное рабочее колесо, которое будет вращать турбину ГЭС, устанавливается в специальную камеру. По плану первые киловатт-часы электроэнергии Камбарата начнет вырабатывать уже весной 2010-го. Это обстоятельство вызывает серьезную обеспокоенность и протесты соседней страны. Ташкент опасается, что после ввода гидроэлектростанции в эксплуатацию хлопководческие хозяйства Узбекистана не будут получать воду в достаточном количестве. К сожалению, я подчеркиваю, буквально позавчера состоялось заседание правительственных групп по водно-энергетической проблеме, по водному вопросу. Узбекистан опять не приехал. И мне кажется, что эту проблему надо решать не перебранкой в газетах и в интернете, а сидя за столом переговоров и решая... Нет нерешаемых проблем. Недавний саммит по проблемам Аральского моря, прошедший в конце апреля в Алматы, только усилил противоречия между лидерами стран по вопросу трансграничных рек. Кыргызстан впервые обозначил свою позицию жестко. Открывать заслонку на плотинах по первому требованию Узбекистана или Казахстана никто не собирается. Бишкек готов сбрасывать накопленную воду только в том случае, если партнеры компенсируют ее потери. Мы хотим получать воду тогда, когда нам нужно. То есть мы хотим, чтобы Кыргызстан давал регулируемый сток. Тогда мы говорим на полном праве. Но участвуйте в регулировании этого водного тока. Регулирование должно быть, опять же, равным. А это означает, что зимние потери Кыргызстана кто-то должен восполнять, если хочет получить регулируемый водосток. До сих пор соседи получали воду от Кыргызстана, когда хотели и сколько просили. И вот к чему это привело. Уровень Токтагульского водохранилища упал более чем на 50 метров. Зимой республика вынуждена сбрасывала воду, чтобы обеспечить электроэнергией и теплом собственных граждан. Летом заслонки открывали, чтобы поля поливали соседи. В результате в прошлом году Кыргызстан столкнулся с энергетическим кризисом. В республике были введены жесткие лимиты на потребление света. Мы ожидаем, в принципе, 11 миллиардов, до этого я говорил. Если накопим, скажем, ожидаем, если накопим 11 миллиардов, то ограничений не будет. Для восполнения потерянных объемов Токтагульского водохранилища потребуется не один год. При этом национальные интересы соседних государств идут вразрез с намерением Кыргызстана строить новые ГЭС и экономить воду. Узел региональных проблем, завязанный на стремлении каждой страны удовлетворить только собственные нужды, становится все туже.